Собаку выпустили гулять. Сережа с собачкой идут гулять. А я потом зайду домой и что-нибудь приготовлю на обед. Чалам. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я на кухне. Сегодня одна на кухне нахожусь. Значит, с утра муж поехал с собачкой, сумкой на прогулку. Я их проводила на прогулку. И вот решила, значит, сделать суп, борщ сварить. И еще, конечно, испеку манник. Ну, уже по другому рецепту. Значит, взяла сегодня уже кефир. И с кефиром кефир налью. В прошлый раз я со сметаной сделала, а сегодня буду делать на кефире. Так, значит, разбиваю 3 яйца. У меня суп из куриного бедра. Значит, бедро вариться я уже положила. Пока варится, сделаю тесто для манника. Значит, включаю, так, на 180 включила. Так, яйца с песком, сахарным песком я размешиваю венчиком. Взбивать не буду, конечно, просто размешаю. На улице у нас сегодня погода солнечная, прекрасная погода, безветренная главное. Пока эти дни была погода у нас пасмурная, дожди. Ну так-то и не холодно вроде бы, но пасмурно, и потом и не хочется аж выходить на улицу, потому что серая погода, наверное, никому не нравится, конечно, тоже. А сегодня вот очень красиво, солнечно, ну, тепло-то я не знаю тепло, потому что сегодня был, заморозки были сегодня, не посмотрела, сколько градусов, но иней был сегодня с утра. Так, наливаю, значит, кефир. 250 грамм полностью. Так, размешиваем. Так, попробую. Угу. Нормально. Так, кладу манку. Ну, у меня стакан манки. Сегодня дома тепло у нас, очень жарко. Вчера затопила 2 печки. Вот. А сегодня вон какая солнечная погода, и аж даже душно дома. Спать было даже трудно, когда же слишком жарко, то и спать тоже так не очень-то. Когда прохладно, тогда сон самый хороший. А вот когда дома жарко тоже, потом не спится. Поворачиваешься с боку на бок. Так, наливаю масло сливочное. Тоже размешиваем. И муку. Ну, муку тоже стакан я положу. Сейчас сразу сюда разрыхлитель. Так, 10 грамм разрыхлителя сразу. Так, тесто, значит, у меня готово. Намажем противень сейчас. Так, потом займемся супом, борщом. Я же сегодня борщ начала готовить.
тесто у меня готово на манник. Значит, пока у меня духовка разогревается, тесто пока так постоит. Набухнет пока манка. Значит, у меня духовка готова. Значит, сую в духовку. Сую духовку на 30 минут. А пока тесто у нас там печется, я буду заниматься супом. А вот и мы, друзья. Смотрите, какая красота на озере. Вообще, тишь да благодать. Сегодня такая морозный день. Очень, классный. Вот сейчас напротив. Где-то Умка там он бегает. Мы идем, прогуляемся. Поедем дальше. Ух ты, как ярко слепит солнце. Пошли, Умка. О, как обогнала меня. Это не на машине ездить. Вот как, друзья, выглядит эта гладь. Смотрите. Солнце. Озеро такое. Вообще классный. Классный день сегодня. Птички поют. О, как выглядит озеро. Там деревня начинается. Небо такое синее-синее. Умка рядом. А Умка, видите, Умка бегает. Довольная. Сейчас поедем дальше. Займемся супом. Режу лук. Лук будем обжаривать вместе с морковкой, со свеклой. На борщ потянула. Борща. Хочется покушать вкусного борща. Вот и приготовим сегодня. Со свеклы еще ничего не делала. Борщевые заправки еще ничего не сделала. Икру кабачковую, да. Икру вот 20 банок я сделала в этом году. Дети очень любят эту икру. Так, включаю, значит, плиту. И потом ставлю лук жарить. Пока лук жарится, я морковку натиру. Свеклы в этом году у меня много. Ну, для меня много. Может, кому-то это и мало покажется. Некоторые очень у нас сажают много грядок на целый год. Свеклу кушают, конечно. Вот. Но у меня полмешка есть. Надо бы вот что-нибудь и салат приготовить, и заправку для борща еще надо сделать. Вот. Ну и муж, конечно, тоже любит так, когда вареная свекла, готовая уже, натертая на терке. И он любит кушать там с картошкой, с макаронами и просто так салатом. Или винегрет сразу уже, квашеную капусту. С квашеной капустой на квашеную капусту в этом году мы тоже еще ничего не сделали. В прошлом году вот всей семьей этим занимались. Дочка старшая Настя с зятем, Катюша здесь была, муж. Я, конечно, тогда работала. Вот. Они вместе все это сделали. Очень вкусный. Очень вкусная была вот эта капуста квашеная, получилась очень хорошо даже. Вот. А в этом году еще не пробовали. Надо бы тоже попробовать квашеную капусту сделать. Вот. Квашеную капусту мы тоже любим. Сегодня за Умкой не пойду. Не знаю, как она придет. Убежит или не убежит. Прошлый раз, вот последний раз, когда они вместе гуляли, от Сергея собака убежала.
И хорошо, что я застала ее на улице. Вот, и сразу зашла на вольер. А сегодня не знаю как. Может убежит, да придется искать потом ее. Получается, ну, как бы вот лесок такой вдоль речки. Небольшой такие сосенки растут, но все равно как будто вот гуляешь в лесу. Очень приятно, воздух свежий, прям дышится хорошо. Вот грибов здесь нету, бывают тоже грибы для соления иногда. Даже грузди выходят, но сухие грузди, правда. Не эти, которые со слизью. Сухие. Но в этот год нет. В этот год ни рыжиков, ничего такого нету. Ну, вот так катаемся. Вообще четко. Возможность так прогуливаться вообще хорошо. Сейчас здесь вот пройдем. Маленькие путники, вон я вижу, но не в том количестве, чтобы их брать. Вот такой маленький лесочек. Сидим у речки, друзья, уже. Умка вон где-то там. Не знаю, там видно или нет. Я сегодня камеру с зумом не взял. Где-то там шлепает. Вон, наверное. О, бегает, шлепает, бесится. Умка. Тоже первые минуты так она яро бегает, потом немножко устает. Да, Умка? Все уже у нас. Глубокая осень. Дело уже после покрова, значит. Ждем снега. Но сегодня вообще суперская погода. Давно такого дня не было. Вообще супер. Ну, Умка пускай порезвится. Мы дальше еще поедем с этого места на Большой Луг, куда мы обычно ездим. Вот. Но одел капюшон, потому что все равно как бы шапочка такая тоненькая и продувает, когда вот едешь. И одел капюшон. А так, вот на солнышко даже, в тени, да, прохладно, а на солнышко даже жарко еще. Вот. Ну, сегодня были планы, конечно, возиться во дворе, на территории участка, там забор. Надо уже пару пролетов забора надо было эти жерди поменять и стойки поменять. Но у меня сегодня что-то Алексей приболел, работник, и пришлось отложить. А я уже выехал, и такой грех такой день пропустить. Думаю, прогуляюсь вместе с сумкой. Тем более у нее такие дни сейчас опять. Ночи длинные стали. Рано темнеет, уже где-то 5 часов вечера уже темнеет у нас. И ей скучно, она воет. И вот прогуляется потом, подустанет и немножко так нормально вот так. А мы дальше гулять. Потом поедем домой. Мама там, сказала, что пока вы будете гулять, приготовить что-нибудь вкусненького. А что вкусненького, потом уже дома будем снимать. Увидим, что нам сегодня наша мама приготовит. Значит, лук у меня готов. Сюда добавляю морковку. Займемся свеклой. Тоже так же. Свекла готовая. Сейчас пока морковка. Обжариваем морковку с луком. И уже после будем класть свеклу. Добавлять. Свой борщ, конечно, когда сделаешь, очень вкусно получается. Вот и стараюсь тоже делать, чтобы мужу понравилось.
Так, морковка с луком жарятся. Правильно сказать, наверное, пассируем лук и морковь. И добавляю сюда тоже свеклу. Немножко добавлю масла еще. Немножко добавлю сахарный песок. И также соли немножечко. Будет пока так пожариться. Так. А теперь я сюда добавляю уксус 9%. Ложку уксуса добавляю. Так, закрою крышкой, пока пусть потомится у меня здесь. А теперь будем шинковать капусту для супа. Суп, говорят, должен быть наваристым, сытным, вкусным. А чтобы борщ был наваристым, сытным, я буду сегодня класть фасоль. Значит, мясо готовое, я кладу капусту. Картошка уже тоже готова у меня. После капусты потом картошку положу. Я кладу картошку. У нас все жарится, добавляем томатную пасту. Так, в суп кладем фасоль. Ну, у меня фасоль уже готовая. Я вытаскиваю манник. У меня уже манник готов. Не знаю, видно, нет. Манник я сейчас посыплю сахарной пудрой. Так, немножко. Ну и все готово вроде бы. Пусть остывает. Умка там далеко мышатничает. Мышей ловит. В траве, наверное, мыши. Они бегают, вот она. Как кот. Как лисичка. Вот лисичка также ловит мышей. Что-то нюхает там. Все время. Мышатничает. Как лисичка. Добрались до другого озера уже. До Лымты. Умка здесь набегалась тоже уже. И вот так выглядит тоже это озеро. Видите? Все ровненько, гладь такая. Красиво. Небо такое, как кополуха. Видите, как облака, как перышки кополухи. Красиво. Вот после, ну, уже потом будем домой возвращаться. Нагулялись, надышались свежим воздухом, вообще четко. Умка там. Но у нее одна задача. Мышатничает, что-то там, какие-то звуки слышит.
шорохи, наверное, принюхивается. Для нее тоже хороший день, прогулка тоже, наверное, приятная. То есть постоянно еще дожди были, ну, такая холодная дождливая погода, и Умка тоже гуляла там и с Машей, но все равно как бы солнечный день, наверное, ей тоже приятнее гулять. Что-то там вот вдалеке, не знаю даже в кадр попадает или нет, вдалеке где-то там смотрит, но здесь чучела раньше были, чучела убрали уже. Вот, обратно бежит, рысью бежит. Ага, Умка, Умка, бандитка. Ну что, друзья, вот так выглядит вся природа наша такая. И будем домой возвращаться. Ну, я не спешу. Стараюсь, чтобы Умка набегалась так вдоволь. Вон там она. Витаминки там кушает всякие. Пускай. Режем зелень. У меня еще зеленый лук есть, зимний лук. Это петрушка. Петрушку тоже режем. И укроп. Укроп я достала с морозильника. И вот эту всю зелень будем класть в суп. А здесь чеснок. Добавим потом чеснок в суп. А теперь, значит, так, это все добавляем в суп. Как уже вкусно. Так, минутки 2-3 пусть покипит. А потом добавим зелень и чеснок. Нажму сюда чеснок. Так. Минутку 2-3 пусть покипит. А потом добавлю зелень. Как вкусно. Такой наваристый суп. Ой, как вкусно. Сейчас попробую. Да. Потом еще зелень добавим и перец. Лавровый лист еще забыла. Так, добавляю перец, горошек и лавровый лист добавляю. Так, пусть немножко покипит. Добавляю зелень и выключаю. Суп. Я выключила сейчас это все полностью. И пусть доходит. Значит, у меня суп готов, выпечка готова. И буду ждать мужа. Такой приятный воздух мелких вот этих молодых сосен.
Вот дышишь, да, и прям легко дышится. Здесь вот пихты нету еще. Вот была бы здесь пихта еще, вообще бы красота была. Да. Хорошо. Ну, как будто по-настоящему лесу гуляешь. Вот где Маша собирала грибы, я туда, к сожалению, из-за моста не могу дойти, моста нету. Но здесь как бы тоже ощущение леса. Конечно, не настоящий лес, но все равно лесок такой. Ну, вот вышли и добираемся до нашего места, где мы обычно сидим возле реки. О, кто-то стреляет. Утки до сих пор еще, наверное, там чернить, наверное, летит. Вот. Вот так. Ну что, добрались мы до посиделок, где обычно сидим. Красота на речке. Вот. А сейчас уже прямо домой. Будем без остановки. Ну, Сережа уже пришел на обед. Ой, темно как уже показывает. Да, я добрался до дома, друзья. Маша меня, говорит, я вкусным супом накормлю. Борщом, что ли? Что Да. ли? Борщом, Ну, да. Наваристым борщом. Покажи, какой наваристый. О, ложка стоять будет. Да, борщ, в супе должна постоянно ложка стоять. Вообще, да. О, смотрите, друзья. Ой, горячий, с пылу, с жару еще. Супец такой. Лапашок приятный, вкусный такой. Отличный. Аромат такой идет от миски. Сейчас Маша себе тоже положит. О, ну я думаю, это супер. Да. Сейчас еще украсим сметанкой. А мне майонез. Маша себе сметану положит, а я майонез. Вот так. Все, садимся обедать, друзья. И там еще вон вкусняшка, пирог какой-то. Ну это у меня манник. А, манник, да. Не пирог, а манник. Вот такая красота. Готовый к чаю ждет. Ну, приятного аппетита. Просто так не сидела дома, да? Успела. Ну что, приступаем. Вкусняшку сейчас попробую. Но этот такой наваристый суп не может быть невкусным, друзья. Лицо у меня красное, я на камеру вижу, да? Угу. Но я сегодня сумкой нагулялся, будь здоров. Прям от души нагулялся. О. Какой аромат такой. Соль хватает? Ой, всего хватает. Просто очень горячий. Надо дуть. Надо дуть в миску на ложку. Действительно вкусный. Очень вкусный. А сюда что-то какой-то аромат еще посторонний. Что сюда еще положила, кроме как свеклы? Морковь, лук, Ну это фасоль, традиционно. А вот фасоль. фасоль, чеснок. А может быть фасоль и идет такой какой-то, ну, какой-то аромат неизвестный для меня. Борщ, но он вкусный, да, очень вкусный.
Вот. Сейчас мы будем кушать, друзья. Ну, Маше скажу за такой обед. Вообще великолепный обед. Большое спасибо скажу, конечно. Здесь в этом больше и первое, и второе, и компот, как говорится, все. Очень, очень наваристый, потому что если эту миску я съем, я не знаю, даже стакан чая мне влезет, нет после этой миски такой, ну, наваристый суп. Очень вкусный. Вот. Ну и пирог. Манник к чаю. Да, ну Маша мне сказала, что она что-то засняла, и вы, наверное, уже увидели это. А я только приехал, видите, как говорят там, это самое, идет по селу, там морда красная. Вот. Денек сегодня очень, друзья, хороший. И такой момент не пропустили мы. Хотели забором заняться, но забором не получилось у нас сегодня. И вот решил еще так и, ну, просто, чтобы день не потерять. Вышел, прогулялся, и Умка довольная, я довольный. И как я могу быть недовольный? Прогулка на свежем воздухе, а дома пришел, жена такие вкусняшки делала. Спасибо. Это все зависит, наверное, тоже от погоды. Спасибо, Машуня. Пожалуйста. Погода солнечная, Ой. настроение поднимается. Ты ешь, да я не могу. Вообще вкусно. Ой. После того, как я съем этот суп, мне уже потом не до камеры будет. И давай я сразу на камеру попробую манник немножко. Я попробую, просто оценю и скажу вкус. Ну, немного, спичечный коробок не больше для меня. Я просто попробую, потом, чтобы сладким аппетит не перебить, я просто попробую и скажу, испекся или нет. Ну, у Маши манник это коронное блюдо, конечно, у него всегда очень вкусно получается этот манник. Как пушинка. Пуш-пуш. Это, а вот это самое вкусное, вот, что с края немножко придирает. Бурда. Да, вообще вкусно. Все испеклось. Но его много не буду есть, потому что сладкое потом аппетит перебьет. Мужчина довольный. Очень. Сейчас на той стороне экрана я сказал очень, а там еще бы подумали. Ничего себе. Еще бы недоволен был, вообще бы совесть, наверное, не имел. Я очень, правда, доволен, все вкусно. Вот так. Ну что, на этом будем заканчивать этот ролик. Давайте. И я буду продолжать кушать борщ, великолепный борщ. Всем пока, друзья. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.